вами снова Лёлик и Болик. Антон, засранец. Я это оставлю, не буду вырезать. А что засранец-то? Засранца хотя бы вырежешь. Нет, Лёлик и Болик. Доброе утро. Мы проснулись где-то за Новосибирском. Черт его знает, сколько мы километров от Новосибирска. 137. Да? Вот. Я не знаю, Антон говорит, что ему плохо спалось последние 3 часа. Вчера в 9 вырубился или во сколько раньше? Нет, фуры, когда подъезжали на заправку, там под окнами заправка, а у них и ревки работают, и моторы, блин, и я все слышал. Я не знаю, я спала как убитая, но я легла поздно, в час ночи, потому что я освобождала память в одном устройстве, переносила все на другое устройство, чтобы сохранить свои предыдущие ролики. Но это, естественно, все долго. Потом смонтировала 5-й ролик, загрузила его. Там последние проценты эти всегда очень долго загружаются. Там вообще очень долго в YouTube загружается видео, страшно долго. Еще нужно, чтобы постоянно был телефон включенный. Короче, мы решили свой туб сделать. Свой туб. Вот. И, короче говоря, я потом, видать, уснула. До часу ночи я точно не спала. И вот около 5 проснулась. Мне кажется, я вообще спала как убитая, я ничего не слышала. Антон слышал все эти фуры. Вот сейчас мы встали, взяли кофеек внизу в кафешке с кофемашины. Ну, он так себе, я скажу. Невкусный кофеек. Не газпромовский заправка. Зерно, видимо, такое не очень дешевое какое-то. Ну ладно, пьем кофе и едем в Омск. Сегодня у нас в планах доехать до Омска, разместиться в гостинице в центре. Я забронировала, вот до Омска показывает 540 километров. Вот, разместиться в гостинице. Ну, если мы как бы нормально через 6 часов туда приедем, как бы, через 6-7. Ну, там еще по Омску, наверное, пробки будут в центр. Выходной все-таки. Возможно, сегодня и погуляем. Или мне одной придется гулять. Или все-таки 12 тысяч. Ты заплатишь мне 12 тысяч? Нет. Будешь ходить 12 тысяч. Нет, давай ты заплатишь 12 тысяч. Ладно, я тогда лучше коляску куплю и буду тебя катать. Вот. В планах погулять по Омску, посмотреть, поглазеть. Ну, а там дальше видно будет. Как бы вообще в планах переночевать. Я на 2 ночи забронировала гостиницу. Переночевать. Завтра сходить в гости к подруге, которая уехала из Якутска лет около 30 назад. И мы вот с ней встретились в позапрошлом году, в 21-м мы из Москвы ехали. Да, в 21-м году мы встретились. Спустя 25 лет, значит, сейчас 27 лет прошло, как она уехала. Вот они с мужем там готовятся, нас ждут. Тем более будет Пасха. Она там сказала, будет стряпать куличи Пасхи, красить яйца, варить холодец. Так что мы еще и как бы в праздничный день, так сказать, попадем в гости. Ну, я надеюсь, что мы попадем. На дальнем свете, блин. Пока вот такие вот планы. Моргни хорошенько, чтобы он понимал. И все, пока на улице темно, мы едем. Трасса свободная, как всегда по утру. Да. Поэтому максимально сделать, пока там никто не встал пробкой. Сегодня еще суббота, может быть, еще и сегодня будут
бухать, да? Да фиг его знает. Сегодня они бухать будут, завтра бухать. Ну, я бы так делал. А что они сегодня бухать-то будут? Они вчера, может, бухали. Вчера видел, как рано все вставали на стоянке? Может, тут так положено? Но у кого-то тахографы стоят. Наверное. Прямо еще солнышко светило. Еще 7-8 часов было. Уже все стоянки заняты были фурами. Как будто уже все на ночевку вставали. Вот. На заправочку приехали «Газпром» нефть. Бензин 95, 50, 65, 92, 49, 25. Каким будем заправляться? Ну, у вас G-Drive залит, будем 92-й. 92 будем. Вот так вот на стоянках дальнобойщики еще спят. Время 6:54. Все спят. Ну, кто-то уже проснулся, смотрю, там ходит. Кофеек, видать, пьет. Пельмени варит. А? Ложится. А кто-то ложится? Ну, да. Да. Столько много машин стоит. Я предлагаю ночью идти. Света отказывается, потому что вам будет ничего не видно ночью. Я могу включить свет и показывать всю ночь себя, что я делаю, как я в носу ковыряюсь, куда я козюли смазываю. Но вам, думаю, будет неинтересно. Что еще ты делаешь? Только в носу ковыряешься? Блядь. Ой. Там ворона какая-то сидела на дороге. Они летучих мышей жрут, которые размазали. Слушайте, тут столько летучих мышей летает, вообще ужас. Вчера вечером они уже начали летать, еще светло было. Сейчас вот по темноте ехали, прямо море их. Долетались, видимо, какие-то. Что-то там страшное. Ребят, со стороны Новосибирска, в Очень сторону страшно. Омска. Здесь кран работает на дороге. Будьте внимательны, аккуратно, снизьте скорость. Как он так в смятку-то, блин? Что это вообще? Почему такая смятка страшная? Ёпта мать. Просто ёпта. Какие-то птицы орут. Много гнезд. А, это ворона? Кто там орёт-то, я не пойму. Крян, крян. Да, это вороны. Чуть не убилась. Они кушать туда носят. У них там птенцы. Тут еще все обкакано. Идти страшно по тропинке. Это мы в кафешку приехали. Сегодня у меня каша из сыра. Конечно, порезана. Там написано порция 55 грамм. В общем, мы позавтракали в какой-то кафешке. Я съела рисовую кашу, Сосиску сосиску. и хотела пироженку. Нет, не хотела, я просто на всякий случай спросила, но да, видишь, я зашла голодная, увидела, что там эти лежат кексы. У меня глаза заведущие. Ну, хорошо, что я его не взяла, я наелась кашей с Нет, сосиской. сигареты. Ну и что? Кури. Курить не модно. И сыр. Взяла сыр, там написано в меню 55 грамм. Сейчас приложу фотографию. Вот такой толстенный кусок один положили сыра. Ну, ёшкин кот, как сыр можно такими кусками есть? Были бы его там кубиками порежьте, либо пластинками. Но я, конечно, лучше бы пластинками съела. Ну, в принципе, мне было вкусно. Вот он сказал, что лахман не очень. Так, все, ничего. Я вот про что хотела рассказать. Губная помада Айболит. Я ее купила в аптеке в Якутске. Там было 2 Айболита. Одна была уже, когда типа, совсем печально все с губами. А это сос восстановления. Наоборот, так, когда только начинается, или типа там защитная какая-то, да, а это сос восстановления. Короче, вообще отвратительная помада. Я так предполагаю, что мой герпес расползся благодаря ей, потому что она вообще страшно сушит губы, не смягчает. Никогда не берите помаду Айболит.
Хорошо, у меня была с собой там в сумке какая-то помада. Какая-то облепиховая, где-то я ее выиграла в какие-то конкурсы. Вот она хорошо помогает. Герпес мой сдулся благодаря ацикловиру. Вот теперь, чтобы эти все гадости на губах прошли. Так, до Омска нам показывает 328 километров. А на навигаторе 247. До развязки на круговом движении. Камер очень много от Новосибирска до Омска камер. Но стоят, конечно, и пустышки, но камер просто и везде 70, 60, 90. Ну, блин, как не ругают гаишников и камеры, они нужны. Без этого был бы хаос просто на дороге. Смажем. И посреди трассы светофор. Обычная какая-то, дешевенькая, наверное, может быть. Нежный поцелуй называется. Да, с такими губами как раз поцеловаться. А интересно, те, кто вот накачивает туда вот эту вот всякую силикон там или что там губы Они накачивают, постоянно их мажут, бедные. но у них выскакивают эти болячки такие на губах. Там же что там? Там же Выскакивает. силикон какая. Ну, во всяком случае, я 2 девушек знаю, у которых точно все это выскакивает. И они постоянно, им приходится мазать. Привет и передай. Привет им передай. Ну, я не знаю, Ну что мы там? они будут смотреть наши видео или нет. Но передаю привет всем девушкам с накачанными губами, которые смазывают постоянно. Ладно, я шучу. Ну и все, мы едем в Омск. Я надеюсь, что мы сегодня приедем туда. Да, вся днем. трасса проснулась. Недолго была наша лафа, 3 часика мы спокойно ехали. Летели. 60-70 из-за камер. Летели 60-70. Народ уже тут возит лодки с моторами уже. Утки летают. Утки летают, ага. Мы их до этого где-то видели, да? Где? Перед Новосибирском? А, в Иркутске. В Иркутске, да. Утки прямо. Сейчас, хотя озера вон лучше замерзшие. Ну сейчас минус 10. Да, мы вообще сейчас вышли на улицу, а там просто такой дубак жуткий. Я вообще говорю, интересно, сколько же градусов, что вот на такой степени холодно. Короче, мы всю плохую погоду из Якутска тащим за собой, по-моему. А в Якутске там сейчас все люди тонут. Москва, жди. Говорят, у вас там листочки уже зеленые. Да, у нас там вчера нам тоже подруга скидывала видео, как она там. Ну, у нее 2 подписчика. Она там по лужам гоняет на машине. Я Просто- приложу это видео Просто сюда. нет, дорог вообще нет. Нет, я не сюда приложу, я в предыдущем видео приложу от Красноярска до Новосибирска. Ой, от Новосибирска до Красноярска. Подожди, где мы? Все, я запуталась уже. Где мы попали в Омск? Мы сейчас откуда едем? Из Мы Красноярска? из Новосибирска. А, мы из Новосибирска сейчас едем. Да, от Красноярска до Новосибирска, да. Я в том видео, в той части приложу видео из Якутска. Потому что я его специально сохранила в тот день, чтобы был контраст, что в Новосибирске, а что в Якутске в это время. А вообще в этот день, подожди, сегодня какое число-то? 14? Суббота 14. Да, подожди, 15 апреля сегодня. Пятница? Нет, сегодня суббота. 15 апреля суббота сегодня. А завтра 16 апреля воскресенье, Пасха. Вот. И в этот день, именно 15 апреля, у меня есть видосы, где наша внучка по нашему двору гоняет на велике, и там абсолютно сухо вообще. А в этом году, Ну, я сейчас смотрел Ой-ой-ой. в камере, там тоже уже камушки все сухие. ну нет, там все равно лед лежит, лед Чуть-чуть. камнями.
Барабинск проезжаем. Ладно, едем дальше. Дорога хорошая. Хочу показать, что тут везде на обочинах лежат пакеты большие с мусором. Ты уверена, что с мусором? Ну, наверное, с мусором, а с чем? С песком. Видно же, что там какие-то разные пакеты, что-то там делают. Скорее всего, с мусором. Мусор собирают. Давай остановимся, посмотрим. Ну там обгонять я эту колонну не хочу. Слушай, ну они, блин, просто так лежат все на каком-то расстоянии. Наверное, потом машина приедет и соберет. Радар на 70. Заколебали, блин. Точно с мусором. Заколебали. Тут же населенный пункт какой-то или стоянка. А, населенный пункт тоже на поворот. Поэтому снижаться нужно. Не, мусор. Кто-то собирал мусор, хотя вообще-то там вон на полях везде этот мусор валяется. Ну, видимо, раздувало. Машина с деньгами прям перевернулась. И пакеты раскидали, разложили по этим по обочинам. Прикинь, все боятся подойти, что это мусор, а там бабло лежит. Я ж тебе говорю, пойдем Или посмотрим. расчлененка. Нет, расчлененка не похожа, Что-то. потому что там такие, как углы, там какие-то коробки или что-то такое. Ну, кости убирает. Нет, квадратные, прямоугольные. По-любому бабусы. Идем? Пачки, да? Да. Не знаю, может, вывеска такая. Замороженная. Распиловка. Дальше уже этого мусора нет. Едем. Кончился человек. Это видео специально для Володи. Конечно, тоже машинки с прицепом. Света, если найдет видео, вставишь потом. Очередное Я ж тебе включение. говорю, мусор собирают, ходят, вот палочками натыкивают, в пакетики складывают. Молодцы какие. Вот. А ты расчлененка. Что ты думаешь, у него вертушка летит? Нет, ой, точно летит. Вертушка, А, это квадрокоптер. который снимает дорожно-транспортные нарушения. Какая-то фигнюшка. Так быстро летит. Короче, пока у нас музыка выключилась, я тут вспомнила, что 3 дня назад или 2 дня назад ли я песню не допела. Нету переезда. Нет, давай без переезда. Нет, нельзя без переезда. Да, надо на переезде взять. Обязательно на Но я переезд. же снимаю нас, как будто там переезд. Да, а как будто, что ты вот так вот все в телевизоре всех и накалывают. Ты так не делай. Ты неужели не хочешь услышать концовку? Пусть это будет, так сказать, маленьким сюрпризом и для меня. Может быть, кто-то найдет в интернете, в комментариях допишите слова. Ага, сейчас. Фиг найдешь, ты сама сочинила. Я говорю, ты сама сочиняла. Нигде не сочиняла. Мама мне пела, мама мне пела. Нет, я думаю, что в интернете да можно найти эту песню. Паровозу делают укол, ага, блин. Тогда таких наркотиков не было, блин. Может, были уже. Ну ладно, чё. Мне запретили. Вспомнила, Едем дальше. да. Без музыки. Фуры проснулись. Фуры проснулись. Задолбались Сейчас их угонять. покажу. А как перевернуть экран, вот когда он снимает? Никак. Как это переворачивается? Никак не переворачивается. Короче, от Новосибирска до Омска у нас какая-то скучноватая дорога. Поля, вороны, сороки, И березы. березы. Очень Утки. много. И Летучие мыши. утки еще, да. Лужи, главное, все замороженные, а есть где-то маленькая лужица, ну, в смысле, вокруг лёда, типа как
про Таллина, да, полынья. И в этой луже плавают утки, в соседней луже плавают. Я разоралась, что это утята. Антон говорит, откуда они взялись, утята. Ну, короче, маленькие какие-то уточки. Вот. Ну и, в принципе, вот, больше ничего. Дорога. Заправки, вот, кофе взяли. Нормальный такой. Ничегошный. И нам осталось тут до Омска, грубо говоря, 100 километров с хвостиком. Особо показывать-то и нечего. Так что железнодорожных переездов нет, песни мне не дают допеть. Там всего лишь один куплетик. Блять, сигареты дай. Заколебал, блин, возьми сам сигареты. На, ну сигареты. Ужас какой. С этими лайками. Балда, блин. Ужасный. Можете разгонять, всего товары, полная остановка, Новосибирск. Спасибо, принято. Да, блин, страшно так, слушай. Как вот так вот, блин? Пожарная, скорая. Там легковушка, по-моему, на той стороне стоит, а тут фура лежит. Ешкин кот, а. Видимо, только вот спасатели там вырезают машину. Бляха-муха, как страшно. Бегом бегают, видимо, только-только. Блядь. Ёб вашу мать. Ёб вашу мать. Как вообще, мамочки. Это просто ужас какой-то. Тут вон еще по дороге бегают всякие бегуны. Подъезжаем к Омску. Время у нас еще на час назад перевелось. Теперь у нас с Якутском разница 3 часа. Контроль в спину. Проехали эту жуткую аварию, я до сих пор отдышаться не могу. Оказывается, я Круговое психологически движение. Второй съезд. неподготовленный человек к таким зрелищам. Хотя в МЧС работал. Ну, знаешь, когда я в МЧС работала, я тоже начинала со слез. Первый Прямо месяц. 5 километров. Когда девчонки вели пожары, я рыдала, сидела и пила успокаивающие таблетки. Потом привыкла, а сейчас опять отвыкла. Когда слышу что-то страшное на работе в радиостанции, у меня тоже там слезы льются. Есть одно золотое правило. Лучше в 4 дома, чем в 3 в морге. Контроль в спину. Да, так и есть. Гонять тоже можно, только гонять можно с головой и на нормальной, исправной машине. Ну и тоже, блин, на себя надеяться, а кто-то другой, блин. Но тут не застрахован, тут только крути башкой. Жутко, конечно.
что он замерзает-то полностью. Течение тишины. Как снимать начинаешь, так я закрываю. Что закрываю? Ничего страшного. Какая красивая речка. Вот на РТШ посмотреть, как лед идет. На Лене ни разу не посмотрели по-человечески. У них тут тоже есть левый берег, правый берег. Как в Новосибирске. У них мост есть. Кордон есть, мост, да. Но не один. Есть. Ну вот только что ехали, говорили, я говорю, наверное, Омск. Отель Омск. Говорила, что если мы сейчас едем, он не зеленый город, наверное, тоже некрасивый, но так прям приятненько посмотреть. Единственное, что холодно. Объект пройден. Прям я думала, что уже в Омске-то должно быть тепло. Хрен-то там. Минус 3 градуса сейчас, а днем 0 обещают. По-моему, в Якутске теплее. Люди одетые все ходят. Ветер еще, видимо, тоже холодный. Бегуны бегают. Где едем? Интересно, это левый берег или правый? Улица Иртышская. Улица Иртышская. Едем по улице Иртышской. Это вот Иртышская набережная слева. Симпатичненько так. Там мост видно. Вдалеке. Сейчас мы стоим. Лед как будто бы такой прозрачный, но он есть, идет. Через 600 метров на светофоре поверните направо. Хорошо. Мне кажется, Извините, 600 метров пробка. да. Пробки, они везде пробки. Но я вот обращаю внимание, что у них очень много джипов, Лексусов, крузаков вот проезжает таких кроссоверов. Я думала, это только у нас. Как сказали, Якутск город джипов, да? Блять, с правой рулем, с рулем на трассе, блин, делать нехрен. Все аварии, блин, в основном все праворуки. Не в основном, а все праворуки, которые мы видели. Вот река прямо, ага, лед тащит. Видимо, основной лед все-таки прошел уже. Да я не думаю, что он замерзает полностью. Наверное, замерзают. Так-то у них тоже тут зимой холодно. Не 50, конечно. Ну что, мы же в лето едем. Так вот что-то как-то, блин, по-моему, лето отодвинулось. У нас дома уже, блин, моря и океаны. А мы куда-то едем. Омская академия МВД России справа находится. Как-то наверху у них как будто дома стоят, дорога внизу, да, возле реки. Ну это набережная, видишь, вот возле реки, видимо, берег, может, насыпанный, или фиг его знает. Не знаю. Я думаю, что у них палки-то по всей России, наверное, там, новости давно не смотрели, хоть что в мире-то творится, чьи Ну у да. власти. Кстати, надо посмотреть новости хотя бы. И то уже приедем, а у нас там... В принципе, везде Россия, а мы границы боимся пересечь. А она должна быть везде Россия. Так, мост Ленинградский называется. Улица Ленина направо. И Карла Маркса проспект. У тебя в животе... Я кушать уже, видимо, хочу. Ты что, мы же кушали вот Ну, недавно? блин, я же не кушала так. Кашку. Кашку у нас. Ты же потом в записи можешь убыстрить видео, да? Да. Ну, это только чтобы люди не смотрели, как мы тут толкаемся. Пускай смотрят. Поверните направо. Хорошо.
Я же видео убыстрила, там же разговоры-то тоже будут. Ну, ничего страшного. И то, что я сейчас пролякала, будет еще Через после... 400 метров на светофоре поверните налево. Давай, просто медленно говори тогда. Магазин. Давай, залазь там. Магнит. Мы за этой дурацкой машиной стоим, я пока отключусь. Включу дальше. Там в навигаторе все красное, да? Блин, это дурацкая машина, все Проспект загораживает. Карла Маркса стоит вообще весь. Сейчас Ты знаешь, где проспект Карла Маркса? налево. Мне экскурсовод сказал. Какой красавчик. Красавчик? Я сейчас выкину. Не то слово. Ладно, еще раз отключусь, постоим. Поехали дальше. Впереди камера на разметку. Впереди камера контроля перекрестка. Да, нифига, тут вообще все стоит, правда что? Какие-то красивые здания там стоят. Так, кажется, тепло на улице, да? Солнышко. -3. Ну, а солнышко светит, прям так приятно. А у них там елки новогодние еще не украшения с елок не Где мы сняли. в Ачинске же видели. В Ачинске вдоль дороги, ага, стоят елки живые растут и украшены все игрушками. Я не стала снимать, потому что они были по левой стороне. И как бы неудобно отсюда было с этой стороны снимать. Так, ладно, пока стоим, еще раз отключусь. Поехали. Поверните налево. Без, блин, движения, конечно, жесть. Как в Москве, бляха-муха. Мне уж вспотела я аж А чего? от движения от этого. А ты зачем потеешь? Не знаю, я как будто сама за рулем. Контролирую. Контроль светофора, и я контролирую. Отключаюсь. Нет, двигаемся. Господи. Через 600 метров на светофоре поверните налево. Деревья все такие спиленные стоят. Видимо, сильно. Едем дальше. Посмотрела сейчас Омску, 307 лет в этом году. В 1716 году он основан. И население 1 200 000 с чем-то. Вот это что за доставка? Самокат. Ничего себе, у них такие розовенькие одежки. Население 1 200 000 с чем-то. А если они Delivery Club увидят, они дерутся? Дерутся. И еще на одном адресе. Так, гостиница «Россия» там справа. Блин, красивая такая. Дай-ка я ее чикну. Какая. А мы едем в гостиницу. Я забыла, как называется. Я забыла, как гостиница называется. Ну да ладно. Нифига себе, блядь. Ездуны, вашу мать. Простите за мой французский. Гостиница «Маяк» прямо. Столько много гостиниц. Ну да, город-то большой. Уже настолько гостиниц. Вавилон кинотеатр. Ресторан «Бар Город». Заряжайте инстакамеры до конца маршрута 200 метров. А вот турист гостиница. Где? Вот. Большая. Как туда заехать? А, хрен Где у его него знает. въезд? Это же адрес набрал.
Значит, где-то есть вывеска. Кордон. Все, приехали. Спасибо за компанию. Встретимся на моих концертах или на Яндекс.Музыке. Радар стрелка. На твоих концертах. Ну все, мы приехали. Сниму номер. Гостиница «Турист» в Омске. Кстати, вот тут вот 2 халата висят. И еще здесь 2 халата лежат. Зачем нам столько халатов? Кто скажет? Такой уютненький номерочек, чистенький. Чайник есть, водичка. И вид на реку у нас. Красота. И главное, тепло так. Еще бы повыше. Там наша машинка стоит. Классно. Классно. Так вот. Тут вот еще сказали все, что в баре все бесплатно. Ну, это для тех, типа, кто с дороги приехал. Можете покушать. Обогреватель есть даже. Что это? Менюшка стоит, лежит. И тут санузел такой, душевая кабина, как я люблю. С капитальным полом, полотенчики, мыльно-рыльные. Фен есть. Это хорошо. Ну все, тебя снять в трусиках? Набережная реки Иртыш. Пляж. Лед идет по реке. Ну, шуга. Красота такая. Это центр города. Вот наш отель «Турист». Ну и на сегодня, наверное, все. Сам Омск я покажу в следующей серии. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на нас. Спасибо за просмотр. Спасибо за ваше внимание.